Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах. Альхамдулиллах. Вассалату вассаляму аля расулиллах. Сегодня поговорим о том, как книга Аллаха исправляет, очищает, исцеляет наши сердца. Анас ибн Малик, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна лилляхи ахлина минан нас». Воистину, у Аллаха есть ахлин, то есть это можно перевести по-разному, это люди Аллаха, то есть это люди Всевышнего Аллаха, то есть именно, которые называются, это люди Аллаха, да? Хотя все мы Его создание. И люди спросили: «Я Расуль Аллах, манхум, а кто они?» То есть это близкие к Аллаху люди. И у посланника спросили: «А кто они?» И посланник Аллаха сказал: «Хум ахлюл Кур'ан». Это люди Кур'ана, это люди Кур'ана, ахлюллахи ва хассатуху. И именно они, люди Корана, являются людьми Аллаха и Его особенными созданиями, вот так скажем, да, обособленными созданиями. Этот хадис передал имам Ахмад, имам Ан-Насаи и Ибн Маджа. То есть вот в этих словах пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что у Аллаха есть, скажем, близкие ему люди, свои люди, да, и это люди Кур'ана, именно они являются людьми Аллаха и Его особыми созданиями. Также Уфман ибн Аффан, радийаллаху анху, это один из величайших сподвижников, один из величайших людей, которые больше всех читали книгу Аллаха. И как рассказывают про него табигины, последователи сподвижников, он вставал на намаз и на первом ракагате завершал чтение Корана. То есть за один ракагат намаза он прочитывал весь Коран. И Усман ибн Аффан оставил очень много высказываний про любовь к Корану, как, например, Усман ибн Аффан говорил: если бы очистились сердца, то они бы не могли насытиться Кораном. То есть, если бы очистились сердца. Вот есть условия, почему многим мусульманам, к сожалению, тяжело дается чтение Корана. Не только сами буквы, да, а просто он не может, как сказать, найти вот этот вкус, поймать вкус книги Аллаха. От чтения, да, не может насладиться. Проблема не в книге Аллаха. Мы это с вами должны понимать. Проблема не в наших намазах. Да? Если мусульманин не может найти вот эту смиренность в намазе, да, это проблема не в намазе, проблема в нем. И поэтому он сказал: если бы очистились сердца людей, то есть для того, чтобы насладиться чтением Корана или же слушанием Корана, да, нужно, чтобы сердца это чувствовали. Нужна чистота сердца. И это то же самое, как больной человек, например, он там простудился или там каким-то вирусным заболеванием, да, страдает. То есть очень часто мы сами, когда болеем, у нас нет аппетита, мы не можем кушать, не можем есть. Так ведь? Мы худеем, нам когда были маленькие, там мамы предлагали это блюдо, то блюдо, но нет, вкуса нет, потому что ты болеешь. А когда ты болеешь, даже что-то вкусное, оно кажется невкусным, так ведь? Поэтому проблема не в супе, не в бульоне, а я когда первый раз это познал в жизни, еще маленький был, мне мама дает суп, обычный суп, который я очень любил, такмашаша, да, как татарин.
Вот. Я кушаю, я маме говорю, этот суп горький. На самом деле, я вот помню, бульон был горьким, как будто каким-то испорченным, да. И мама идет такая, подходит, кушает. Нет, говорит, Улам, ты просто болеешь. И на самом деле, я когда выздоровел, я снова попробовал суп, и он уже был вкусный. Поэтому проблема нас, мусульман, почему? В том, что у нас проблема с сердцем. У нас проблема, поэтому мы не можем познать вкус намаза. Мы не можем познать вкус Корана. Поэтому Усман ибн Гаффан, который умер с Кораном на руках, да, Усман ибн Гаффан, он говорил, если бы очистились сердца, они бы не смогли насытиться. Вот когда человек здоровый, да, машаллах, там, если еще где-то поработал физически, он приходит домой и не может насытиться. Ну, или бисмилля забыл сказать, да. То есть он кушает, да, все, уже мест нет, там, давай еще одну мантышку возьму, и все, больше не буду, да, а потом еще один шпичмак. То есть, да, это понятно, что у него есть аппетит очень хороший, который он не может даже обуздать, так ведь? Вот то же самое, если сердца очищаются, они начинают чувствовать вкус намаза, вкус поклонения того же. Почему те же сподвижники, они вечером ждали, когда их жены, там, дети заснут, и потом они убегали на намазлык, на ночной намаз, потому что они наслаждались намазом. Их сердца были чистыми. И вот человек читал бы книгу Аллаха и не мог бы насытиться ею. И поэтому те сподвижники, которые за всю жизнь, каждые 3 дня прочитывали книгу Аллаха, да? Те сподвижники, которые у них было несколько, может быть, часов даже в день, именно для прочитывания книги Аллаха, конечно, они наслаждались чтением Корана, и поэтому они больше и больше читали книгу Аллаха. И Усман ибн Гаффан, как раз тот сподвижник, который передал нам хадис в сборниках имама Аль-Бухари про достоинство тех, которые читают, изучают книгу Аллаха и учат книги Аллаха других. Это хадис известный «Хайрукум ман та'аллама аль-Кур'ана ва аллама». То есть лучшие из вас это те, которые сами изучают Коран и ва алламаху, и других учат Корану. То есть это ученики, которые изучают книгу Аллаха, и это учителя, устазы, которые обучают Корану других. Это самые лучшие люди, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этот хадис сборника имама Аль-Бухари. Также 3-й хадис про достоинство книги Аллаха. Этот хадис передал нам Абу Хурайра, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля хасада илля фитнатейн». То есть нет зависти, что касается 2 людей. То есть нельзя завидовать, кроме как в 2 случаях. Вот так давайте лучше переведем, правильнее будет, да? То есть нельзя завидовать, зависть это одна из величайших грехов. Да, кроме как в 2 случаях разрешается завидовать белой завистью, да? Раджулюн, первое, в виде кого мы можем завидовать на самом деле, да? Раджулюн аллямахуллаху аль-Кур'ан. Это человек, которого Аллах научил Корану. Альхамдулилля. Это тот, который лучше тебя знает, лучше тебя читает книгу Аллаха, да? Аллах научил его Корану. فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. И он читает книгу Аллаха и днем, и ночью, машаллах. То есть он очень много времени проводит за книгой Аллаха. فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ. И слышит его чтение его сосед. То есть по соседству живет мусульманин, который слышит,
как этот хафиз Корана или устаз Корана, да, который слышит, что как он день и ночь красиво, машаллах, читает книгу Аллаха, да, факаля, и говорит, лейтани утиту мисля ма утия фулян. И он говорит, когда слышит его, о, если бы и мне было даровано то, что было даровано такому-то такому. То есть он говорит про своего соседа, который, машаллах, день и ночь читает книгу Аллаха. «Фа'амильту мисля ма я'амалу». И если бы и мне было даровано, если бы и мне было даровано то, что было даровано ему, и если бы я тоже делал то, что делал он. То есть, если бы я тоже, как он, повторял день и ночь книгу Аллаха, читал. То есть, вот это первый человек, кому можно завидовать. То есть, это когда твой сосед, твой знакомый, машаллах, он знаток Корана, и он очень много времени проводит за чтением Корана, за изучением и так далее, и так далее. И второй человек, кому тоже можно завидовать, раджулюн, Пророк сказал, атаху Аллаху маля. Это человек, которому Аллах дал имущество, то есть богатство, возможность финансовая, да? Фахуа юхликуху фил хак. И он, даже слово юхлик, то есть он губит свое богатство, то есть сжигает, расходует свое богатство фил хак, в истине, на пути истины. То есть он день и ночь расходует, жертвует это имущество на пути Аллаха. Факаля раджуль. И тот, кто видит, как он жертвует на пути Аллаха день и ночь, да, он говорит, лайтани утиту мисля ма утия фулян. О, если бы и мне было даровано то, что было даровано ему, фаамильту мисля ма я'амалу. И чтобы я тоже расходовал на пути Аллаха так же, как расходует он. Вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, вот этим двум категориям людей даже можно завидовать. Первый — это знаток Корана, да, второй — это щедрый, жертвующий на пути Аллаха человек, которому Аллах дал имущество, и он жертвует из него. Этот хадис передали имам Аль-Бухари. Четвертый хадис также про Коран, про чтение Корана. Этот хадис передал нам Абу Муса Аль-Аш'ари, радиаллаху ан, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мафалюль му'мини лази якра'уль Коран, мафалюль утруджа». Мусульманин, который читает Коран, он подобен фрукту. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, здесь назвал этот фрукт утруджа. Утруджа где-то переводится как цитрон, где-то переводится как сладкий лимон. Сейчас узбеки братья сказали, это узбекский лимон, да? Он лучше, да. Таджики сказали, нет, он таджикский, да. Альхамдулилля, очень вкусный. Поэтому, если будете куштяныш приносить, узбекский или таджикский, да. Вот. Но в некоторых книгах везде переводится как цитрон, сладкий лимон. Но где-то говорится, что это яблоко. Аллаху а'лям. Утруджа. То есть вот здесь все-таки говорится, что это яблоко может быть. Поэтому, неважно, да, Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, мусульманин, который читает Коран, он подобен вот этому сладкому фрукту. Это или сладкий лимон, цитрон или яблоко, да. В чем смысл этого примера? Рихуха тайиб. Аромат этого фрукта очень приятный, запах получается от этого фрукта очень приятный. Ва та'муха тайиб. И вкус этого фрукта очень приятный. Такой вкусный, на самом деле приятный вкус. И запах, и вкус. Поэтому здесь как бы и сладкий лимон подходит, да, и яблоко подходит, потому что яблоко тоже имеет запах и имеет вкус. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.
И тот мусульманин, да, он верующий, но он не читает Коран. То есть он не проводит свои дни и ночи над чтением Корана, да. Этот верующий подобен финику. Финик, пророк саллаллаху его сравнил с фиником. Ла риха лаха. У этого фрукта, у фиников нет запаха. Ну, нет такого, чтобы кто-то взял финики и так понюхал, сказал: машаллах, как они приятно пахнут. Да? Финики так не пахнут. Поэтому верующий, который не читает книгу Аллаха, у него уже нет такого запаха приятного, да? Он как финик. Но у него сладкий вкус. Почему сладкий вкус? Потому что он верующий. Он му'мин, он мусульманин. Так ведь? Вот. А пример мунафика, лицемер, который также читает книгу Аллаха. То есть это мунафик. На самом деле он не мусульманин, но он либо потакая кому-то, да, либо в поисках защиты мусульман, покровительства, да, или это ему выгодно, он читает книгу Аллаха, да, и он подобен, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ар-райхана. Райхана, ну, это больше как, наверное, базилик переводится. То есть это такая трава, которая имеет запах. Рихуха тайиб. И даже райхан, слово райхан от слова рих, да, запах, ветер, рих, да, то, что мы чувствуем. И вот он подобен базилику. Рихуха тайиб, его запах приятный, ва та'муха мур, но вкус у него горький. То есть, если понюхаешь, да, он приятно пахнет. Но на самом деле, внутри вкус мунафик, он горький. Нет там сладости, потому что он мунафик. Так ведь? А тот мунафик, который не читает книгу Аллаха, камасалиль ханзаля. Ханзаля, ну, его каланквит, по-моему, называют, да? Ляхарихун ва та'муха мур. То есть это то растение, которое и запаха нет приятного у него, да, наоборот, неприятный, и еще имеет горький, неприятный вкус. Этот хадис согласован, то есть имамом Бухари и Муслимом. И вот это несколько хадисов, которые показывают нам достоинство книги Аллаха. Достоинство книги Аллаха. И что касается исправления сердец верующих, то книга Аллаха, чтение книги Аллаха, изучение книги Аллаха, размышление над аятами книги Аллаха занимает, то есть это занимает просто огромную роль в исправлении душ. Почему вот Всевышний призвал нас денно и ночно читать книгу Аллаха? От того, что мы будем читать книгу Аллаха, это увеличивает силу, мощь Аллаха, имущество? Конечно, нет. Аллах не нуждается в том, чтобы его рабы там восхваляли, прославляли его. От этого царство Аллаха не станет больше или меньше. И от того, что они не перестанут восхвалять Аллаха. Поэтому Аллах призвал нас денно и ночно, и внутри намаза, и за намазом читать книгу Аллаха, потому что на самом деле книга Аллаха – это шифа, это исцеление, это дава, это лечение наших сердец. Книга Аллаха очень сильно влияет на сердца верующих, на сердца людей. И поэтому каждый раз, когда мусульманин читает книгу Аллаха, не просто ангелы записывают за каждую букву там столько-то, столько-то наград, да, как в хадисе говорится. Нет, книга Аллаха, она очень сильно влияет на душу, на сердце, на иман верующих. Поэтому Аллах ниспослал эту книгу своим рабам как худан,
как в Коране говорится, худан, то есть как наставление на путь истины. То есть Аллах Тааля, даже есть такой, субханаллах, хадис, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аля ташхадуна», то есть разве вы не свидетельствуете, что нет божества, кроме Аллаха, то есть достойного Бога, кроме Аллаха, и что я его посланник? На что сподвижники ответили: конечно, мы все свидетельствуем, что нет божества достойного, кроме Аллаха, и что ты его посланник. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна хадал Курану сабаб». Воистину, этот Коран является сабаб, то есть это верфь, это сильная веревка, канат. Тарафуху биядилляхи ва тарафуху биайдикум. Одна часть этого каната у Аллаха, а другая часть в ваших руках. И Аллах ведет своих рабов через этот канат, через эту верфь. То есть Аллах Тааля дал нам книгу свою, чтобы мы хватались за эту книгу. И вот Аллах Тааля, как вот «Валилляхи л-масалюль агля», конечно, мы не имеем права сравнивать Аллаха с его творениями, но чтобы мы поняли, да, вот когда маленький ребенок, его надо вести за ручку, так ведь? Особенно, когда там, где есть какая-то опасность, есть, через дорогу надо помочь ему перейти. А может быть, где-то лужа есть, куда не надо ребенку, так ведь? Где-то, может быть, обрыв какой-то есть, там, люк какой-то открытый. Вот. Поэтому родители берут детей за руки и вот так водят по пути истины, так скажем, да? Или, например, даже у животных. Там слониха, за слониху хоботом хватается слоненок. И вот это нормальное, обычное дело. И Аллах посредством Корана, Он ведет по жизни ведет своих рабов, чтобы они не провалились в этот люк канализационный, чтобы они не провалились вот в эту лужу. Где-то, как мы своих детей торопим, когда светофор уже моргает, да, а нам надо же успеть, мы давай, бегом, да, где-то Аллах нас торопит, где-то надо остановить ребенка, Аллах Тааля рабов своих останавливает, туда нельзя. И все это происходит через книгу Аллаха. Через книгу Аллаха. Поэтому Аллах не спаслал эту книгу как худа, как путь истинный, наставление. Варахма, милость. Субханаллах, безграничную Аллах свою милость передает нам через свою книгу, рассказывает о своей милости через свою книгу Аллаха. Вадияан, как свет. Для того, чтобы видеть дорогу, нужен свет. Для того, чтобы различить истину от лжи, ложь от истины, нужен свет. Вадияан, вануран, нур свет. Вабушра, так же, как радостная весть. Аллах радует нас своей милостью, своим прощением. Аллах радует нас через свою книгу раем, который ждет нас, который дает нам силы, который дает нам еще больше надежду, что впереди, альхамдулилля, будет облегчение, будет рай. Вадикра лидзакирин. И, конечно же, книга Аллаха является напоминанием для тех, кто умеет пользоваться поминанием. Так ведь? Поэтому есть аяты. Так, у нас во сколько сегодня? 46, да, еще 4 минуты. Есть аяты, которые указывают на это. Давайте мы их начнем, а потом, иншаллах, продолжим. Всевышний сказал: «Хада китабун», это книга, суратуль Ан'ам, 92 аят. Это книга, анзальнаху мубаракун. Это книга, которую мы не спаслали, она мубарак, она благословенная. В этой книге есть огромное количество бараката. Она благословенна. Мусаддикуль лави байна ядей. И эта книга является подтверждением того, что было до нее, до Писания. Да? То есть мы находим много знаний, тех знаний, которые были в других Писаниях, в Евангелии, в Торе, в Забуре.
И даже многие обладатели Писания, то есть это получается, кто называл себя христианином, там, иудеем или еще кем-то, они пришли в ислам, потому что они нашли в Коране те знания, которые были у них в книгах. И поэтому это и как подтверждение тому, что было до него. Суратуль Ан'ам, следующий аят, 155. «Вахада китабун анзальнаху мубаракун». И это книга, которую не спаслали, мубарак, она благословенна. «Фаттабиуху», следуйте этой книге. И как Ибн Аббас сказал, и чтобы книга не за вами следовала, а вы следуйте книге. «Ваттаку лааллакум турхамун», и будьте богобоязненными, быть может тогда Аллах смилостивится над вами. Сурат Аль-А'раф, 52 аят. Всевышний сказал: «Валакад джи'нахум бикитабин фассальнаху аля илм». Воистину, мы отправили его с книгой, пророка с книгой, и фассальнаху аля илм, и эту книгу мы разъяснили, основываясь на знании. На знании, то есть эта книга основывается на знании. И эта книга была ниспослана как худан, как наставление к пути истины, варахматан, и как милость ликауми ю'минун, для тех народов, которые уверовали. И последний аят, 89, суратун Нахль, пчела. Аллах сказал: «Ваназзальна алейка аль-китаба тибьяна ликулли шей». И мы ниспослали тебе книгу как разъяснение всякой вещи. То есть в Коране мы находим ответы абсолютно на все вопросы. Разъяснение всякой вещи. Вагудан, и как наставление на путь истины. Варахматан, как милость. Вабушра лиль муслимин, и как радостная весть для мусульман. Суратун Нахль, 89 аят. Поэтому книга Аллаха является самым лучшим исцелением для наших сердец. Да исцелит Аллах наши сердца посредством его книги. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.